Вы знаете, вот я скажу, что, ну, конечно, я все музеи здесь знаю, естественно. А, ну, наверное, все-таки и Хангалова, музей Хангалова, там, вот это же Хангаловский музей вот здесь Истории. находится. На профсоюзной. А? На профсоюзной? Да. Хангалова? Да, имени Вот, да. Хангалова. Хангалов, потому что там есть очень интересные экспонаты, интересные, и они так сохраняются, за ними вот как-то следят, ну, в общем, да. Картинная наша галерея, мне кажется, что можно пополнять ее более активнее, что ли. Но, к сожалению, я довольно давно ходила. Да, хорошо, что сейчас постоянно выставки проходят. Это вот, кстати, сейчас лучше это стало все. Вот. И мне кажется, что вообще вот это музеи, они как-то, вот правильно они делают, что вот ночь музея, да, или как называется, это очень правильно все, верно. Не должно, вот форма, мне кажется, форма должна немножко измениться. А то, знаете, вот говорят, музей, и ребенок сразу ему скучно становится, вот такой. Что-то надо там так придумать, чтобы это было очень привлекательно. Но это уже, я думаю, что люди, которые работают в музее, они должны вот так делать, привлекать. Может быть, те же художники придут, и они будут там сидеть и рисовать тех, которые пришли. Потом просто, ну, за какую-то небольшую цену, предположим, там продать. Я думаю, что любой ребенок захочет, чтобы его нарисовали. А глядя на то, что, значит, он пришел, он же, вот в конце, значит, экскурсии, там сидят художники. Вот они проходят волей-неволей, они все-таки смотрят картины. А потом что-то приятное, они садятся. Ну, в общем, ну это так, знаете, из разряда, ну это я сейчас просто думаю, так, можно, наверное, придумать много. Интерактив сейчас во всем мире развит. Да, да. В том же Пушкинском Вот. есть мастер-класс по рисованию среди квартиры и так Да, далее. вот это, мне кажется, обязательно должно быть. Ближе к людям нужно, приблизить музей ближе. Все.